Актуальные темы вынесены на совещание научно-студенческого общества кафедры английский язык с дополнительной специальностью немецкий язык. В частности, влияние заимствованных слов на грамматику, которые встречаются в большом количестве в языках, на примере испанских заимствований в английской грамматике. Испанские заимствования в английском языке изучила студентка третьего курса Элина Казита с научным руководителем, доцентом кафедры английского языка Ириной Бекоевой. Испанские заимствования начали появляться в английском языке с XVI века. Исторические события, вызвавшие приток заимствований, связаны с великими географическими открытиями конца XV – начала XVI веков. Последовавшие за открытием Америки и открытием морского пути в Индию, развитие торговли, колонизация Южной и Северной Америки испанцами и в дальнейшем сотрудничество Англии с Испанией привели к заимствованию целого ряда испанских слов, а также слов из языков народа, подвергшихся колонизации. Во все времена роль рекламы в жизни общества значима и огромна. Тему «Лексические особенности англоязычных рекламных слоганов» раскрыла студентка третьего курса Анна Габараева под руководством доцента кафедры английского языка ЮОГУ Дианы Кочиевой. В современном мире проблема рекламы все больше привлекает внимание специалистов различных областей знания – психологии, культурологии, журналистики, политологии, экономики, лингвистики и других наук. Реклама проникла во все отрасли человеческой деятельности. Объектом рекламы являются одежда, техника, медикаменты, иные товары и целый ряд услуг. Реклама способствует развитию рынка сбыта. Именно реклама откликается на запросы настроения и общества. Потребность в рекламе растет потому, что она играет важную роль в развитии экономики. Но для эффективности воздействия на потенциального покупателя реклама должна использовать опыт других отраслей знаний. Студентка второго курса Милена Бепиева вместе с научным руководителем, доцентом ЮОГУ Варвелиной Джуевой вынесла на обсуждение тему особенностей спортивной фразеологии английского языка. Многие фразеологические единицы спортивной фразеологии имеют двойственную оценку, зависящую от того, на чьей стороне находится говорящий, как говорящий относится к происходящему, какую из противоборствующих сторон поддерживает. В докладе «Реализация категории модальностей в инаугурационной речи на материале речи Дональда Трампа» студентка четвертого курса Анна Бекоева вместе с научным руководителем, доцентом кафедры английского языка Варвелиной Джуевой подробно рассмотрела и проанализировала использованную лексику 45-го президента США Дональда Трампа. Основными из рассмотренных нами средств выражения модальности в речи Дональда Трампа являются личные местоимения, модальные глаголы, модальные слова, модальные частицы, а также притяжательные местоимения. Наиболее часто субъективная модальность формируется такими средствами, как личные местоимения, в особенности инклюзивное «we», притяжательные местоимения, с помощью которых четко выстраивается оппозиция «свой-чужой». Особый вклад в формирование субъективной модальности вносят модальные частицы, которые помогают расставлять акценты в предложении, усиливать, ограничивать или уточнять значимые для смысла предложения слова. В ходе обсуждения докладов было определено, что многие темы студентами будут разрабатываться и в дальнейшем, а для некоторых это начало работы над дипломным проектом. Прошло четвертое собрание в этом семестре. Были представлены различные темы. На тему фразеологии были доклады, на тему различных тонкостей перевода, их особенностей. Почему работала именно над выбранной темой? Во-первых, я выбрала эту тему, потому что мне интересны иностранные языки. Также, к сожалению, мы не изучаем испанский язык, но он меня также сильно привлекает, как и английский. Я решила совместить эти два языка и выбрала свою тему. Интересно ли заниматься научной деятельностью и собираешься ли в будущем продолжать заниматься ею? Да, это, безусловно, очень интересно и занимательно, познавательно. Также я очень многое узнаю о языке, об истории этого языка. И в дальнейшем, да, мне хотелось бы продолжить научную деятельность. Доклады мне показались очень интересными, информативными, познавательными. Лично мне очень интересно изучать грамматику английского языка. В будущем, когда я буду работать над своим докладом на НСК, я хочу выделить тему грамматики на примере художественных произведений. О работе научно-студенческого общества и необходимости участия в них каждого студента со съемочной группой ЮОГУ ТВ пообщалась доцент кафедры английского языка Диана Кочиева. Заседание АНСО на кафедре английского языка проходит почти еженедельно. Сегодня прошло очередное
очередное заседание, на котором были заслушаны 4 доклада. Доклады касались различных областей языкознания. Студенты 2, 3 и 4 курсов прекрасно справились со своими докладами. Чувствовалось, что они тщательно проработали исследуемый материал. Подача докладов была интересной, с презентациями, и это обусловило вовлеченность аудитории и оживленное обсуждение представленных тем.